О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы дня. Международное сотрудничество. Первый день работы делегации Якутии на ВЭФ богат на различного рода соглашения и сессии. Выбор полностью оправдан. Предварительные итоги единого дня голосования подвели на пресс-конференции. Озвучиваем основные цифры. Пациенты – главный ориентир. В республиканской больнице номер 1 стартовала неделя качества и безопасности пациентов. Новый подход к определению нуждаемости семьи. Действуют новые правила определения доходов. Для своих осенняя ярмарка в Ленске вызвала небывалый ажиотаж. Расскажем, почему. Регионы Дальнего Востока поставили в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продовольствие на 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Такие данные озвучены на одной из сессий Восточного экономического форума. Крупнейшим покупателем российской аграрной продукции является Китай, на который приходится более 70% общего продовольственного экспорта в АТР. В этом поставки из России в КНР увеличились на 85%, а их общий объем приблизился к 5 миллиардам долларов. Между тем, первый день работы делегации Якутии на ВЭФ был богат на различного рода соглашения и сессии. Во главе угла сегодня стояли международные встречи с иностранными партнерами. О них подробнее Петр Васильев. Главная тема форума этого года – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. И особенно актуально здесь становится международное сотрудничество. Можно с уверенностью сказать, что регионы Дальнего Востока готовы сотрудничать со странами АТР, но при условии обоюдного соблюдения культурных и национальных особенностей. Открыла череду международных соглашений подписание документа о сотрудничестве между Якутией и Индией. Стороны близки не только своими территориальными размерами, но и тем, что обе являются крупнейшими алмазодобывающими регионами в мире. Именно этой сфере промышленности в ходе подписания уделялось большое внимание. Глава Якутии для развития делового инвестиционного сотрудничества предложил предприятиям индийского алмазогранильного бизнеса рассмотреть возможность вхождения в качестве резидентов в ювелирно-гранильный кластер ТОР Якутия. Это не первая наша встреча с главой республики Саха-Якутия. Мы раньше уже общались на Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, Индия заинтересована в сотрудничестве в культурном, научном, экономическом плане и, конечно же, в плане сотрудничества как два крупнейших в мире региона, которые добывают алмазы. Кроме этого, на встрече речь шла об установлении побратимских связей между городами Якутск и Сурат, участии в республике в глобальном саммите Ярки-Гуджарат, установление образовательных и научных связей между учебными заведениями. В заключение Айсан Николаев подчеркнул, что подписанное соглашение станет шагом к дальнейшему развитию межрегиональных связей между нашими странами и закрепит партнерские отношения между регионами. Поднебесная – еще один давний партнер Якутии. Только по итогам прошлого года объем внешней торговли между республиками достиг 3 миллиардов долларов. На полях ВЭФ Айсан Николаев провел встречу с вице-губернатором провинции Хэйлунцзянь Китайской Народной Республики господином Хань Шиндянем. Провинция – основной партнер Якутии в Китае. Как отмечают специалисты, это сотрудничество постепенно вышло за рамки товарной торговли. Уже реализованы совместные проекты в области медицины, науки, образования, сельского хозяйства и промышленности. Провинция Хэйлунцзянь – это наш давний партнер, это самый наш основной партнер в Китае, с которым мы с 2004 года активно тоже сотрудничаем. В этот раз мы обсудили вопросы, конечно же, в первую очередь, повышения, увеличения нашего товарооборота с Китаем. Сейчас Китай является основным торговым партнером нашей республики. Товарооборот составляет более 3 миллиардов долларов США. Это не маленькая сумма, но мы все-таки планируем, что товарооборот будет расти. И сегодня как раз договорились создать совместную рабочую группу, где наши ответственные министерства ведомства структуры тоже будут работать над тем, чтобы достичь цели увеличения товарооборота Якутии с Китаем. Китай и Индия – ведущие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тот факт, что власти Якутии начали работу на форуме именно с деловых встреч с партнерами из этих стран, в очередной раз подтверждает, что республика – драйвер экономических, промышленных и цифровых проектов на Дальнем Востоке. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток.
Также стало известно, что правительство расширит территорию опережающего развития Якутии. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами. В частности, он сообщил, что будет расширена территория опережающего развития Якутии. На земельных участках города Якутска, которые войдут в состав ТОР, будут построены новые микрорайоны, рассказал глава правительства. Он также сообщил, что появится высокотехнологичный домостроительный комбинат, где будет производиться широкая линейка конструкций для индивидуальных домов. Всего объем частных инвестиций на эти цели может составить около 70 миллиардов рублей, добавил Мишустин. Идем далее. Предварительные итоги единого дня голосования подвели на пресс-конференции. Провел ее Центр избирком Якутии. Рассказали, какие работы были выполнены за все это время, как проходит подсчет голосов, а также поделились предварительными цифрами. Подробности у Марины Захаровой. В 2023 году голосование было многоуровневым. Состоялись выборы главы и народных депутатов 7-го созыва Госсобрания Илтумен, а также выборы муниципального уровня. В этом году избирателями был применен механизм «Мобильный избиратель». Так, о включении в список избирателей заявления подавались через участковую территориальную избирательные комиссии, портал госуслуги и «Мои документы». Все говорят о серьезном удобстве, любое время, из 3 дней, да, проголосовать на кухне, на диване, на работе с определенными подходами, отдать голос и принять участие в голосовании. С другой стороны, кто работает внимательно в госуслуге, а мы одним из хороших показателей имеем на душу населения, чувствуете, что цифровой сервис в госуслугах по предстоящим выборам, он очень информативен. Было и досрочное голосование для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях республики. Так, по данным Центральной избирательной комиссии, на территории 26 районов республики приняли участие около 5000 человек. Авиатранспортом было охвачено 77 маршрутов, а наземным и водным транспортом – 209. Почти 6000 наблюдателей внимательно следили за процессом голосования. Серьезных нарушений выявлено не было. В настоящее время мы констатируем, что в Центральную избирательную комиссию до дня голосования поступило 56 жалоб и обращений, так скажем, да? А в дни голосования мы зафиксировали 17 обращений, которые в наш адрес были обращены. Все они на самом деле касаются тех определенных процедурных моментов, которые не влияют на волеизъявление избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, на 16 часов за Эсена Николаева проголосовало 75,77%. За Виктора Губарева – 10,41%. За Гаврила Парахина – 5,69% и за Игоря Борисова – 5,20%. По выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия 7-го созыва известно следующее. 22 представителя «Единой России», что составляет 54,36%. 5 представителей партии «Новые люди» – 14,17%. 4 от КПРФ – 13,16%. 3 от «Справедливой России за правду» – 9,39%. И 1 от ЛДПР, что составил 5,39%. По главам муниципальных районов статистика следующая. «Единая Россия» – 56%, «Новые люди» – 11%, «Справедливая Россия за правду» – 11%, «Самовыдвижение» – 22%. Работа по подсчитыванию голосов продолжается. Марина Захарова, Артем Алексеев, Якутск. В Алданском районе явка на выборах составила 39,74%. Участие в голосовании приняли 11 404 человека. В выборах главы республики Эсен Николаев набрал 69,31% голосов. В выборах народных депутатов Якутии 7-го созыва большинство алданцев отдали голоса за партию «Единая Россия». Далее следует «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР и партия «Родина». Лидером в выборах депутатов Илтумен по Алданскому округу стал Вадим Мазурок. Ему доверие выразили 2664 избирателя. Это 33,71%. По Томодскому округу 67,88% отдали голоса за директора нашей компании НВК «Саха» Олега Маркова. В Нерюнгри и поселках района работали 32 участка. Большинство избирателей сделали свой выбор в пользу Эсена Николаева. По итогам обработки протоколов стало известно, что действующий глава республики набрал почти 60% голосов. За 3 дня голосования явка жителей района составила чуть больше 28%.
Подведены итоги по 3 одномандатным избирательным округам на выборах народных депутатов Республики Саха-Якутия, в результате чего по одномандатному избирательному округу номер 19 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Ковальчук Павел Васильевич. По 20-му избирательному округу Горюнова Ольга Викторовна, а на 21-м округе победил народный депутат Республики Саха-Якутия 6-го созыва Кашуков Александр Андреевич. Также подведены итоги голосования по выборам депутатов Нерюнгринского районного совета депутатов. Избраны 25 депутатов Нерюнгринского районного совета по 2 избирательным округам. Процесс голосования в общем проходил спокойно, без происшествий и нарушений избирательного законодательства. В Мирнинском районе явка на выборах составила 17 846 избирателей. Это чуть больше 37% от общего числа жителей. По предварительным результатам за Исана Николаева отдали свой голос 65,19%. Выборы народных депутатов прошли по 3 округам. Это Айхальско-Удачнинский, Мухтуйский и Мирнинский, где больше всего голосов набрали Сергей Домброван, Татьяна Шарова и Николай Натосов. Также в этом году мирнинцы избрали депутатский корпус района. Это 25 депутатов. Всего у нас распределяется 25 мандатов, 15 по пропорциональной системе, это закрытые списки, и 10 это 2 у нас 5-мандатных округа. Ну, что касаемо списков, у нас вышли вперед партия «Единая Россия». Больше всего мандатов получается распределиться среди них. И по 5-мандатным округам по 5 кандидатов выбрали тоже кандидаты от партии «Единая Россия». К другим темам. Все лесные пожары на территории республики потушили. Последние 2 ликвидировали за последние сутки в Алекминском районе. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. По данным Минэкологии, за прошедшие сутки новых лесных пожаров не обнаружено. Сегодня, 11 сентября, на авиапатрулировании заняты 3 самолета Ан-2. Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен с 6 сентября. Алроса 2-й год ведет исследование о влиянии лесных пожаров на экосистемы Якутии. Планомерная работа началась еще в прошлом году. О том, какие задачи стоят перед учеными и какие изменения происходят в местах возгорания, узнаем в следующем материале. Компания «Алроса» совместно с учеными изучает места недавних и более ранних лесных пожаров, проводит полевые лабораторные работы с тем, чтобы понять, какие изменения происходят в окружающей среде и как помочь лесам Якутии восстановиться. В этом году мы не только расширили периметр, территориальный периметр, да, потому что, например, в прошлом году у нас было 8 экспедиций, это были Мирнинский, Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйские районы, Ангаласские и так далее. То есть в этом году мы будем, то есть, работать уже там, на другой территории, но в том числе мы расширили и видовой состав непосредственно проводимых исследований. Это, безусловно, скажем так, климатические исследования, картографические исследования. Так что мы решили провести исследования фаунистические и в том числе изучение физиологических процессов. Во время лесных пожаров происходит процесс деградации экосистемы. Очень много химических веществ выделяется в атмосферу. Все сажи вымываются в близлежащие водоемы, накапливаются в донных отложениях. Сейчас исследователи анализируют этот вопрос и изучают, что происходит с такими веществами в экосистеме. Эти данные и разнообразные образцы помогут выявить закономерности и сделать правильные выводы. В прошлом году мы отмечали, что после последних крупных пожаров у нас леса еще не восстанавливались, не начался процесс вот этот восстановления, то в этом году мы отметили, что молодой лес имеет перспективы. В большинстве случаев все-таки идет подрост молодой, всходы появились. Их пока не так много, но, как говорится, самое главное, процесс начался. В этом году ученые работали и на территории Ленских столбов, где проводили исследования по изучению лесовосстановления после пожаров. Были изучены лиственничные леса, которые горели в разные годы. Оказалось, особенно быстро погибает нижняя часть. Это трава, кустарники и лишайники. При этом древостой остается целым. Также установлено, что с появлением нового подроста деревьев восстановление идет особенно быстро. Единственное, что может остановить быстрый процесс, когда под землей сохраняется большое количество льда.
Специалисты утверждают, что если лес не восстановить, появятся болота и озера, произойдут серьезные ландшафтные изменения. В целом, допустим, это десятки лет, это где-то, в лучшем случае, где-то лет 80 может восстанавливаться лес исходный через много этапов. Если никаких факторов не будет, да, таких негативных, тогда через много времени это все как по закону такому природному все восстановится. Но если будут, конечно, повторные пожары, если будут просадка грунта, термокачество, если процессы разовьются, то, конечно, негативный сценарий может быть. Безболезненному восстановлению после пожаров подлежат 90-95% лесов. Оставшиеся 5-10% нуждаются в помощи человека. Именно для этого Алроса начала исследования, которые помогут в дальнейшем принимать правильные меры по лесовосстановлению в республике. Таяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Продолжается планомерное предоставление мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Особое внимание уделяется детям военнослужащих. В детских садах отменена оплата за присмотр и уход. Предоставляют бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. В школах с 5 по 11 класса организовано бесплатное питание. Дети участников спецоперации при поступлении в средние и высшие учебные заведения идут в приоритетном порядке, а после зачисления получают повышенную стипендию. Также сами военнослужащие пользуются правом приоритетного зачисления в учебные заведения. 12 военнослужащих теперь станут студентами, в том числе 3 среднего профессионального образования и 9 военнослужащих станут студентами высших учебных заведений республики. Работа по предоставлению мер поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей в республике продолжается. А в республиканской больнице номер 1 стартовала неделя качества и безопасности пациентов. Ряд тематических мероприятий открыла практическая конференция, на которой эксперты делились с коллегами опытом и идеями повышения эффективности медицинской безопасности пациентов. Продолжит Порфирина Алексеевна. Политика чистых рук – одна из основ безопасности пациентов. В своем танце медики показали, как нужно правильно мыть руки. Вот так в отделениях Первой республиканской больницы открыли неделю качества и безопасности пациентов. А педиатрический центр организовал конкурс рисунков на тему «Безопасность пациентов глазами детей». Ну а перинатальный центр приглашает на Дни открытых дверей, организовав акцию «Открытый роддом». Мы приглашаем беременных женщин с членами семьи, с которыми они планируют рожать. Будем пока знакомить наших будущих пациентов с нашими врачами, с персоналом, со структурой нашего перинатального центра, чтобы к долгожданному моменту рождения их детей, как бы они уже в принципе представляли, что это такое, и не боялись к нам прийти, и не боялись родов. В текущем году в медцентре состоялось одно из ключевых событий в сфере медицинской безопасности. На базе Национального центра медицины впервые в республике образован региональный центр компетенций. Больница стала 15-й медицинской организацией в стране и первой в регионе, где в соответствии с практическими рекомендациями Росздравнадзора проводится совершенствование рабочих процессов в целях обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. Также Центр компетенций обучает специалистов, готовит консультантов, аудиторов и экспертов в области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Каждая медицинская организация в последующем должна пройти аудит и подтвердить, что они действительно оказывают безопасную медицинскую деятельность во благо наших пациентов. А для этого есть определенные очень строгие требования, которые также регулятор требует. Также есть приказ, по которому мы работаем. И по этой части, конкретно по рабочим группам системы менеджмента качества мы будем проводить аудит на соответствие именно стандартам системы менеджмента качества.
Стоит отметить, что республиканская больница в прошлом году прошла успешную сертификацию медицинских организаций, проводимую Национальным институтом качества Росздравнадзора. По итогам проведенного аудита был установлен высокий уровень соответствия. Это доказывает, что сотрудники больницы являются высококвалифицированными специалистами и лидерами по качеству в регионе. Это возлагает огромную ответственность перед здравоохранением республики и населением в целом. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Новый подход к определению нуждаемости семьи в действии. С началом учебного года особенно актуально стал вопрос возмещения питания в образовательных учреждениях для малоимущих семей. Так, с 1 января действуют новые правила определения дохода семьи и процесса предоставления справок для возмещения питания и получения иных скидок. Об этом расскажет Мария Кардашевская. До 1 января 2023 года малоимущими семьями считались те семьи, которые получали пособие на детей до 16 лет. После реорганизации Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд семьи стали получать единое пособие. Поэтому теперь для того, чтобы семью признали малоимущей, необходимо подать в соцзащиту отдельную заявку на признание семьи или гражданина малоимущими. Мы смотрим за последние 3 месяца. Туда включаются все виды доходов, начиная от заработной платы, пенсии, пособий, стипендий. Это все включается в доход и разделяем на количество членов семьи. Если у семьи доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум, на сегодня он составляет 21 272 рубля, то семья попадает в категорию малоимущих. В этом случае мы направляем данной семье в личный кабинет уже готовую справку о признании семьи малоимущим. Более того, теперь семьям не нужно самим выстаивать очереди в соцзащиту для того, чтобы получить справку и предоставить ее в школу. Все данные передаются напрямую образовательной организации. Семье достаточно один раз обратиться в управление для признания семьи малоимущей. Заявление на выдачу справки о признании семьи малоимущего граждане могут подать через госуслуги Якутия, либо через МФЦ. Готовые ответы получают в личном кабинете, если подали через госуслуги, либо через МФЦ. Срок рассмотрения заявления 8 рабочих дней. Тут нужно еще отметить, что если ранее в расчет дохода семьи включались все родственники, проживающие совместно, то с этого года расчет проводится только исходя из дохода родителей и их детей. Так, за этот год только в Якутске уже около 4000 семей получили статус малоимущей и получили возможность возмещения питания в образовательных учреждениях и других скидок. Мария Кардашевская, Тимур Калмогоров, Павел Пахомов, Якутск. Теперь о погоде. На этой неделе дождь уйдет на восток, а в ближайшие 2 дня температура воздуха в Якутске остановится в пределах плюс 10, плюс 12 градусов. К концу недели ожидается циклон, придут осадки. По центральному и южному району республики мокрый снег, понижение температуры воздуха от 0 до минус 5 градусов. Такой прогноз предоставила начальник Якутского гидрометцентра Татьяна Маршалик. Всех интересует, будет ли бабье лето. Да, наметки бабьего лета есть на следующей неделе. Сначала для жителей запада республики начало недели и к середине для жителей центральных районов республики должна установиться антициклональная погода, то есть ночью мороз, днем солнце и прогрев. То есть такую погоду мы прогнозируем предварительно, прогнозируем на середину следующей недели. Для своих осенняя ярмарка прошла в эти выходные в Ленске. Ярмарки обычно вызывают большой ажиотаж. Вот и это не стало исключением. Еще до ее открытия у прилавков с представленной продукцией стояла очередь. Как прошло мероприятие и довольны ли организаторы, узнала Светлана Балиева. Подходим, не стесняемся, открываем свои кошельки, достаем денежки и берем продукцию. Витаминная, хорошая, желанная. День выдался солнечный и теплый. Это было как нельзя кстати для воплощения задуманного доброго дела. Ведь осенняя ярмарка с символичным названием «Для своих» проводилась в поддержку ленских ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Она у нас получилась даже не то что районная, а у нас есть продукция с Алекминска нам присылали. По количеству участников, пытались все сделать правильно. Пытались сначала вести учет, а потом это просто стало каким-то комком нарастать. И были люди, которые сегодня просто приходили и приносили. Но я думаю, так по смелым подсчетам здесь, наверное, если и организации, и людей считать, то где-то 40-50 участников.
Помогали организаторам ярмарки все – общественное движение «Ленский покров ВМ», предприниматели, волонтеры и неравнодушные ленчане. Ярмарка проходила на площади Ленина. Здесь установили столы, на которых было представлено огромное количество разных вкусностей. Традиционно, конечно, овощи со своего огорода. Кабачки, их были горы, морковь, огурцы, помидоры. Все это разлеталось на глазах. Мы торгуем картошкой, кабачками, есть патиссон, репка. Уже распродали тыкву. Такие ярмарки, конечно, нужны. Они поднимают дух, наверное, населения. Сейчас только пришли, уже закупились овощами. Пойдем дома готовить. Соленье, варенье, выпечка, комнатные растения и рукоделие. Трудно сказать, чего здесь только не было. Комитетом было подготовлено. Оказалось, у нас очень рукодельный комитет. Очень много вкусностей было ими приготовлено. Разобрали все в считанные минуты. 20 минут. И, собственно говоря, стол вы уже можете увидеть почти свободен. Я буду надеяться, что данное мероприятие будет проводиться гораздо чаще, потому что мы видим, что оно востребовано. Люди готовы идти, готовы помогать. Полевая кухня и солдатская каша, горячий шашлык и чай. Также для ленчан была организована тематическая фотозона, где работал профессиональный фотограф. Прошел и праздничный концерт. После него организаторы ярмарки рассказали о средствах, собранных организациями и предприятиями для нужд наших бойцов, находящихся на СВО. Вырученная сумма с ярмарки составила более 370 тысяч рублей. Все товары, представленные на осенней ярмарке для своих, были раскуплены буквально за полчаса. Все вырученные средства будут направлены на поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.